Здравствуйте! С вами журналист Олег Желнин и гость нашей студии, уполномоченный по правам человека Республики Саха-Якутия Сардана Михайловна Гурьева. Здравствуйте! Здравствуйте! Основной принцип уполномоченного по правам человека – это не подменять органы власти, правильно? Да, действительно, мы содействуем восстановлению нарушенных прав. В связи с этим и сокращаем расстояние между гражданином и компетентным органом, который принимает решение. Пришла мама, у дочери статус ограниченной возможности здоровья, ОВЗ так называемые. Ей надо было и пойти в специальную школу. С управлением образования мэрии города Якутска я обращалась неоднократно, пока не был достигнут результат. С мамочкой до сих пор я на связи. Поэтому такой вот обратная связь позволяет чувствовать сегодня настроение людей. То есть задача уполномоченного вскрыть проблему, дать сигнал. Все министерства понимают, что они не могут, так скажем, обхватить всех и вся, и стараются исправить те упущения, которые у них происходят по вашим сигналам. Во-первых, да, это реакция принятия решений на конкретные жалобы. Еще, кроме этого, есть понятие мониторинг. Еще мы реализуем нашим государственным органам ряд, на наш взгляд, таких важных для граждан проектов. Практически с 2018 года проводим акции «Путь дому», помощь многодетным семьям, помощь одиноко проживающим гражданам. Мы тоже одним из первых выступили инициаторами проведения республиканской акции «Мы патриоты». В составе правительства Республики Саха-Якутия мне было доверено нашему коллективу работа по вообще созданию нормативно-правовой базы оказания бесплатной юридической помощи. В связи с этим имеем право вносить предложения по совершенствованию законодательства. И, безусловно, важное одно из направлений – это проведение правового просвещения и участие в международных проектах, сотрудничестве, который идет по линии уполномоченного по правам человека Российской Федерации. Получается, с этого появляется некая такая вот условная фигура, как созидатель. Это и защитник, это и созидатель. Затронул вопрос переселения граждан, жилищный вопрос. На сегодня он, наверное, для многих актуален. Кто сейчас из ветхого аварийного жилья должен переселиться в новое. Вопросов поэтому очень много, да? Да, вопросов по переселению из ветхого аварийного жилья предостаточно, надо сказать. Еще больше предстоит сделать. Мы знаем задачи, поставленные главой Республики Саха-Якутия, конкретно перед правительством и перед органами местного самоуправления, в частности, по городу Якутску. Поэтому определенным образом поступают точечные к нам жалобы. Здесь мы обращаемся сразу в прокуратуру города Якутска, привлекаем Министерство строительства, Управление архитектуры, и принимается точечное решение. И это и связано, кстати говоря, с защитой прав детей-сирот. Это тоже приоритет у нас, если мы касаемся с вами сейчас жилищного вопроса, потому что этот вопрос у нас до конца не решен пока. Мы еще пошли дальше. Есть определенные рекомендации. Здесь, конечно, я хотела поблагодарить прокуратуру Республики Саха-Якутия, потому что это именно прокуроры по нашей рекомендации проводят огромную работу, которая связана с предоставлением исков в суд в интересах детей-сирот, ребят, которые были таковыми и попали в места лишения свободы. Которые по отбытии наказания, они будут восстановлены в реестр для получения жилья и получат жилье как сироты. У нас 1 января 2024 года вступил в силу федеральный закон о пробации. В общем, суть этого закона такова, что человек, когда он освободился, он не должен обратно быть возвращен, или он повторно совершил что преступление, и не должен быть максимально, как говорится, должен быть далеко находиться от мест лишения свободы. То есть реабилитация, ресоциализация, подготовка к нормальной человеческой жизни уже после отбытия наказания. У него и документы, и, значит, скажем так, и возможно уже место работы, и трудоустройство должно быть. Сейчас
как будто бы это до 1 января 2024 года это делалось, но тогда не было закона. Сейчас уже, если закон, то государство свою волю сказало, там, конечно, уже будет и контроль. А как с акцией «Путь дома» что будет? Акция «Путь дома» она будет продолжена. В этом году по приглашению министра внутренних дел по республике принимала участие на коллегии МВД по итогам 2023 года. И мы тоже в рамках соглашения, безусловно, это важный документ, договорились, что мы будем дальше продолжать. Дать возможность человеку вернуться в нормальную жизнь, дать шанс ему, показать, как он может устроить свою жизнь. Конечно, мне кажется, это очень, очень важно. По итогам 11 проведенных акций по дому к нам обратились более 900 человек. И такая статистика может быть скромная, но борьба идет за каждого человека. Более 90 вернулись в нормальную жизнь. Последние годы мы стараемся активно внедрять новые методы, как медиация. Что означает медиация? Это примирение сторон, если они договороспособны, потому что если люди совершенно конфликтуют, конечно, нет смысла применять эти медиативные технологии. Но когда без суда решение, да? Да, совершенно верно. Вот трудовой спор. Работодатель незаконно применил дисциплинарное наказание. Мы приглашаем директора, приглашаем работника, отдел кадров, где, возможно, есть профсоюзы, и стараемся, значит, найти точки соприкосновения, чтобы все-таки, как говорится, выйти на положительный результат, потому что у человека восприятие, когда он живет, если работает, для него имеет работа огромное значение, он уважаемый человек, он имеет определенные результаты на этом предприятии. И бывает так, к сожалению, когда иногда, не разобравшись, применяют, например, на каком-то этапе дисциплинарное наказание. Там большинство своем, человек же он не, так скажем, не робот. Да, гражданин, он воспринимает это как будто прямо крах его всей жизни. Понимаете, вот здесь все-таки мы завершили год труда в Республике Саха-Якутия. Это очень важный был год. Я думаю, что все добрые начинания, которые были в прошлом году, они будут продолжены, потому что уже появляются и новые традиции, правильно? У нас есть и новые герои труда России, поэтому уважение к человеку труда, потому что, понимая, что если есть определенные вакансии, почему бы и не предложить? А там были определенные в этом случае вакансии. Конечно, здесь тоже связано бесспорно и с экономикой предприятий, и с планом производственно-хозяйственной деятельности. Но когда есть возможность человека или переобучить, или трудоустроить, мне кажется, работодатель такими моментами может воспользоваться. Участники специальной военной операции находятся на особом контроле у вас. Интересы нашей Родины, наш суверенитет, то есть будущее наших детей. И, конечно, я считаю, что по совести это просто долг каждого человека действительно максимально стараться помочь нашим ребятам и их семьям, которые именно своей жизнью защищают нас с вами, по сути, интересы нашей страны. Поэтому с начала военной мобилизации, конечно, был огромный просто поток. Мы перешли, как и все другие структуры, на работу без выходных. И сразу к нам буквально за короткий период, 1,5 месяца, поступило почти более 500 обращений. И здесь эффективным оказалась эффективная работа горячей линии. Аппарата уполномоченного, я пользуюсь моментом, назову номер телефона 507-363. 507-363. Что сказал уполномоченный по правам человека в адрес уполномоченного Республики Саха-Якутия? В частности, по обмену военнопленными мы получили несколько благодарственных писем от уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Николаевны Москальковой за внимание, оказание помощи гражданам, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Огромные усилия, которые сегодня предлагает федеральное руководство
Министерства обороны Российской Федерации, уполномоченный по правам человека Российской Федерации, конечно, они имеют результат, что защита участников специальной военной операции, их семей – это наша первоочередная задача, это забота, которая действительно она должна выполняться. С огромным волнением и большой радостью увидели в списках наших земляков, и мы находимся с семьями на прямой связи. И один из вопросов, который поступил во время встречи, был вопрос от гражданки, который касался высокой стоимости авиабилетов. По этому вопросу незамедлительно мы внесли обращение в адрес главы Республики Саха-Якутия. И здесь, конечно, огромную тоже помощь оказал главный федеральный инспектор. Вопрос тут же был поставлен на уровне полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе. И вопрос был решен незамедлительно. Буквально в считанные дни, и мы сейчас знаем, авиакомпания «Якутия» имеет обязательно 5 броней. Авиакомпания «Якутия» – это в районе 20 тысяч. Это большой шаг, который был принят руководством Республики Саха-Якутия в решении как раз интересов защиты участников специальной военной операции. Это первое. Второй вопрос касался, например, обратилась мама. Сын прописан в другом городе, оттуда был направлен в специальную военную операцию, семья живет здесь. Остались без мер соцподдержки. Что делать? И было много-много-много обращений, мы это знаем, потому что мы тоже здесь тесно работали с народным депутатом, инициировавшим данное обращение в наш адрес уже совместно с гражданкой. И того предложения, как мы говорим, были правозащитные органы учтены в указе главы Республики Саха-Якутия, который был издан в ноябре 2023 года. И как раз если даже прописка участника специальной военной операции находится в другом населенном пункте, семья, допустим, живет на территории республики, то они получают в полной мере социальной поддержки. То есть в конкретном деле решается вопрос справедливости. Это очень важно. Я бы попросил вас назвать все-таки еще раз, куда обращаться. Город Якутск, улица Курашова, 24, кабинет 509. С вами был журналист Олег Желнин. До скорой встречи.